Здравствуйте! Сегодня мы начинаем серию интеллектуальных игр «Наследники победителей». Все наши викторины будут посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И, пожалуй, пришло время наполнить нашу студию участниками. И вот кто сегодня примет участие в первой игре. Итак, Никита Быстрых, 11 класс, гимназия номер 8, город Пермь. В данный момент усердно занимаюсь учебой, а в свободное от учебы время я увлекаюсь футболом и историей. Егор Чищухин, 9 класс, Майская школа, Краснокамский район. Играю на гитаре, увлекаюсь футболом, по выходным гуляю с друзьями. Но мое главное увлечение – это история. Илья Паршаков, 10 класс, школа номер 8, Краснокамский район. Обучаюсь в 10 классе. Увлекаюсь историей и географией. 20 век – это моя любимая тема. Антон Александров, 10 класс, школа номер 1, город Краснокамск. Моим главным увлечением является футбол. Сюда я приехал проверить свои знания и занять достойное место. Анатолий Бахарев, 11 класс, гимназия номер 6, город Пермь. На сегодняшний день я увлекаюсь историей и фотографией, и моя основная цель – это развить свои умения в этих областях и направить их на пользу людям. Александр Шумилов, 11 класс, школа номер 146, город Пермь. На досуге я люблю читать исторические романы и смотреть фильмы Квентина Тарантино. От этой игры я жду честной и интересной борьбы. Олег Лучников, 10 класс, гимназия номер 3, город Пермь. Увлекаюсь историей и свое дальнейшее будущее планирую связать с этой наукой. Иван Елизаров, 10 класс, гимназия номер 4 имени братьев Каменских, город Пермь. Мои любимые предметы – это история и география. В свободное время я люблю гулять с друзьями, читать интересные книги, а также делать поделки из дерева. И, наконец, 9-й участник сегодняшней игры – Вартан Эйриян, 10 класс, школа номер 22, город Пермь. Интересуюсь историей и музыкой, и моя цель на сегодня – это узнать что-то новое. Ну что, вот все вы в сборе. Я аплодирую вам, ну а вы аплодируете друг другу. Я рад, что вы сегодня здесь. Начнем с простых вопросов. Я буду задавать вопрос. После того, как я скажу время, каждый из вас может нажать кнопку. Тот, кто нажмет кнопку первым и будет отвечать. За каждый правильный ответ 1 балл. Я надеюсь, вы готовы? Отлично. Внимание, вопрос. Первые варианты штурмовика Ил-2 были одноместными. В целях своеобразной психологической защиты летчики стали устанавливать на самолет обычную оглоблю, покрашенную в черный цвет. Что имитировала эта оглобля? Итак, Егор был первым. Что же имитировала эта оглобля, на ваш взгляд, Егор? На штурмовики сзади заходили истребители, и чтобы эти истребители могли быть сбиты, нужен был пулемет. Эта оглобля и имитировала его. Ну что, счет в игре открыт. Егор зарабатывает 1 балл. Спасибо вам за ваш правильный ответ. Внимание, следующий вопрос. Цитата из выступления на открытии одного из памятников на Поклонной горе в Москве. Внимание, цитата. «Возможно, есть и люди, которым эта идея покажется несерьезной, но наши деды так не считали, иначе бы они не пустили их на парад Победы. По минимальным оценкам, они вытащили более 700 тысяч раненых солдат из-под пуль. Кому поставлен этот памятник и кто такие они? Время». Первым был Илья. Кому же поставлен памятник? Собакам. Ну что, Илья зарабатывает 1 балл. Отлично, давайте как-то Илью поддержим. Молодец. Уважаемые игроки, пока только у 2 участников есть по 1 баллу. Сейчас, возможно, кто-то еще заработает балл. Наш видеовопрос. Внимание на экран. Это событие произошло 12 июля 1943 года. Многие считают, что это было очень
сильное сражение. В нем участвовало большое количество артиллерии, особенно танков. Назовите это сражение, где оно было. Внимание, вы слышали вопрос. Крупное сражение, до 1200 танков. Около какого населенного пункта происходило это сражение? Время. Антон. Прохоровка. Верно, Антон. Битва под Прохоровкой, от 1200 до 1500 танков по разным оценкам. Антон зарабатывает 1 балл. Еще несколько относительно простых вопросов. Внимание, вопрос. Как называли бойцы приказ номер 227 от 28 июля 1942 года? Время. Иван. Ни шагу назад. Верно. Наши аплодисменты Ивану. Он зарабатывает 1 балл на свой персональный счет. Внимание! На экраны у нас еще один видео-вопрос. Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла? И синее небо, и запах простого цветка. Пришли на заводы работать мальчишки Урала. Подставили ящики, чтобы достать до станка. И вот неподкупной зимою военного года, когда занимался над Камой холодный рассвет, собрал самых лучших рабочих директор завода. А было рабочим всего по 14 лет. Это строки из знаменитого стихотворения Владимира Радкевича. На собрании директор вручал премии. Чем были награждены лучшие рабочие завода? Итак, вы слышали вопрос. Внимание, время. Итак, первым на кнопку нажал Никита. Чем же награждались лучшие работники завода? Банками варенья. Именно так. Баллада о банке варенья. Никита, неплохо, это неплохо. Плюс 1 балл вы заработали. Мы переходим к следующей категории вопросов, так называемый черный, но в нашем случае зеленый ящик. Вот он, зеленый ящик. В этом ящике лежит некий предмет. Относительно него я дам 3 подсказки. За ответ после первой подсказки 6 баллов. За ответ после второй подсказки 3 балла. И за ответ после третьей подсказки 1, но уверенный балл. Итак, внимание, вопрос. Это изделие под маркой ССШ-40 производилось на единственном заводе в Советском Союзе. Всего за годы войны было выпущено порядка 10 миллионов таких изделий. Есть кто-то, кто готов ответить. Итак, Илья, Егор, Никита и Антон. Отвечайте, пишите на планшете, планшеты переворачивайте. Итак, внимание, подсказка номер 2. На испытаниях этого маршал Буденный решил разрубить это кавалерийской шашкой. Не получилось. Итак, что же решил разрубить маршал Буденный кавалерийской шашкой? Весьма необычный подход к делу, нужно сказать. Кто готов ответить после второй подсказки? Итак, Иван и Олег, и Анатолий. Пишите ваши ответы, переворачивайте планшеты. И у нас остался Вартан и Александр. Я дам третью подсказку, возможно, вам удастся на нее ответить. Итак, внимание, подсказка номер 3. Обычно в комплекте с этим средством защиты используется подшлемник. Итак, Александр, Вартан, у вас есть версии. Пришло время положить планшеты и открыть, собственно говоря, ящик. Здесь располагается каска СШ-40, которая изготавливалась на единственном заводе в СССР в городе Лысьва Пермского края. Пора посмотреть на ваши ответы. Подавляющее большинство игроков ответило, что в нашем ящике спрятана каска, и были абсолютно правы. 2 неправильных ответа. Это противогаз и, все-таки даже не автомат, а пистолет-пулемет ППШ. Самое время подвести промежуточные итоги нашей игры. У Ильи
7 баллов. 7 баллов у Егора, 7 баллов у Никиты. Олег заработал пока 3 балла. У Анатолия пока, к сожалению, 0. Антон 7 баллов. Александр 1 балл. Вартан пока 0 баллов. И Иван заработал 4 балла. Таким образом, у нас 4 игрока с максимальным количеством баллов, 2 игрока пока с нолями. И мы вплотную подобрались к блицу. Правила игры очень простые. 30 секунд. На сколько вопросов успеете ответить, настолько столько баллов вы и заработаете. За каждый правильный ответ 1 балл. Минусов никаких у нас нет. Если вы можете, пока я задаю вопрос, говорить слово «дальше», если вы, например, абсолютно не понимаете, о чем идет речь. И я буду читать следующий вопрос. Вы готовы, Анатолий? Да. Итак, красный маршал, чьим именем был назван тяжелый советский танк? Дальше. Клим Ворошилов. О чем говорит цифра 1418? Дальше. Столько дней шла война. Как назывался план войны против СССР? План Барбаросса. Верно. В каком крупном сражении первые месяцы войны родилась Советская гвардия? Подорша. Смоленская. Смоленская, верно. Расшифруйте аббревиатуру ПВО. Противовоздушная оборона. Верно, противовоздушная оборона. Итак, Анатолий, вы дали 3 верных ответа. Таким образом, 0 на вашем счету уже не актуален, у вас уже 3 балла. Теперь пришло время игры для Вартана. Внимание! Летчик, потерявший обе ноги, но вернувшийся в строй. Дальше. Мересьев. Назовите кодовое название военной операции по освобождению Белоруссии. Багратион. Верно. Когда состоялся первый парад Победы в Москве? Дата. Дальше. 24 июня 45-го. Когда было водружено знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? 2 мая 45-го. 1 мая. Как называется колющее и режущее холодное оружие, укрепляемое на дульной части ствола винтовки? Штык. Верно. 2 верных ответа вы дали и заработали таким образом 2 балла. Итак, блиц для Александра. Кем было водружено знамя Победы над Рейхстагом? Дальше. Егоров и Кантария. Продолжите строчку. На груди его светилась медаль за город. Берлин. Будапешт. Расшифруйте аббревиатуру САУ. Дальше. Самоходная артиллерийская установка. Так называются выдающиеся по летному и боевому мастерству летчики. АС. Верно. Как называется часть ложи или отдельная деталь стрелкового оружия, служащая для упора в плечо при выстреле? Как? Приклад. Верно. Александр, вы заработали 2 верных ответа, итого у вас в копилке 3. А теперь настал черед сыграть Олега. По льду какого озера проходила дорога жизни? Ладожская. Верно. Как назывался отраженный полет снаряда или пули от поверхности преграды после удара? Дальше. Рикошет. В каком году состоялась Потсдамская конференция? 45. Верно. В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими преступниками? Нюрнберг. Верно. Какой город в годы Великой Отечественной войны выдержал почти 900-дневную осаду немцев? Ленинград. Верно. Какой номер имеет симфония, написанная Шостаковичем в Благородном Ленинграде? 7. Какую годовщину победы в Великой Отечественной войны отпраздновали россияне в 2010 году? Дальше. Если сейчас 70 лет, то в 2010 было 65. У вас было 3, вы заработали еще 5, итого у вас 8. Дальше у нас играет Иван. Назовите имя и фамилию, зашифрованного в названии советского танка ИС. Иосиф Сталин. Верно. В каком году состоялась Ялтинская конференция? В 45-м. Верно. Кем во время войны был Михаил Калашников, конструктор автоматического Танкистом. стрелкового... Верно, танкистом. Какой город защищали герои-панфиловцы? Москву. Верно. Расшифруйте аббревиатуру ПТР. Дальше. Противотанковое ружье. В каком городе можно посетить Мамаев курган? Волгоград. Верно. Какую годовщину со Дня Победы праздновали россияне в 2005 году? 60-ю. Верно. Иван становится лидером, перехватывает пальму, так сказать, первенства, и у вас 10 баллов. Дальше у нас начинают играть лидеры. Начнем, пожалуй, с вас, Антон. Итак, расшифруйте аббревиатуру НП.
Дальше. Наблюдательный пункт. Кто во время взятия Берлина командовал Первым Белорусским фронтом? Жуков. Верно. На какой реке в 1945 году встретились советские и американские Эльба. солдаты? Верно. Сколько эвакуированных завод принял наш край во время Великой Отечественной войны? Дальше. 124. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские солдаты Павлова. Верно. Глава Государственного комитета обороны? Сталин. Верно. Назовите звериное имя немецкого танка Пантера. Т-5. Верно. Конструктор самолетов Як? Свердлов. Яковлев. Яковлев. Неверно. Итак, Антон, вы дали 5 правильных ответов. Таким образом, если суммировать с предыдущим результатом, получается 12 баллов. И теперь Антон лидер нашей игры. Назовите звериное имя немецкого танка Т-6. Тигр. Верно. Герой Советского Союза, закрывший своим телом амбразуру фашистского пулемета. Дальше. Матросов. Какую должность занимал человек во время Великой Отечественной войны, в честь которого назывался тогда город Пермь? Министр нарком иностранных дел. Верно. Кодовое название немецкого наступления на Курской дуге. Цитадель. Верно. Расшифруйте аббревиатуру СМЕРШ. Дальше. СМЕРШ шпионом. Назовите дату начала Второй мировой войны. 1939, 1 сентября. Верно. Илья, у вас 4 верных ответа. Суммировав с предыдущими 7 баллами, итого у вас, соответственно, 11. Ну что ж, у нас осталось еще 2 блица. Егор и Никита. Итак, Никита, назовите дату окончания Второй мировой войны. 9 мая Дальше. 2 сентября 45-го. Укажите год освобождения Варшавы. 1944. 45-й. Премьер-министр Великобритании в годы Великой Отечественной войны. Черчилль. Верно. Назовите фамилию командующего гитлеровскими войсками, сдавшегося в плен в Сталинграде. Паулюс. Верно. Конструктор самолетов Ла. Лавочкин. Лавочкин. Верно. Никита, вы успели правильно ответить на 3 вопроса. Плюс 7, итого 10. Итак, Егор, начнем. 4-жды Герой Советского Союза. Жуков. Верно. После какой битвы стратегическая инициатива перешла Сталинградская. полностью? Курская битва. Как назвали немцы план наступления на Москву? Тайфун. Верно. Так называли наши солдаты самолет У-2 после смерти его изобретателя в 1944 году по 2. Не знаю. Кукурузник. Конструктор самолетов Ил. Илюшин. Верно. Какого числа Великобритания и Франция отмечают День Победы? 8 мая. Верно. В каком году состоялась Тегеранская конференция? 43-й. Верно. Итак, в каком году был зажжен вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Москве? Сложно, но нужно что-то отвечать. 75-й. 67-й. Все близко, но 67-й. Егор дал 5 правильных ответов. Таким образом, у вас тоже 12 баллов. Как бы это ни было не печально, но по правилам нашей игры в этой части мы должны проститься с 3 участниками, которые набрали наименьшее количество баллов. Я благодарю за игру и приглашаю сюда участника, который набрал 2 балла сегодня. Мы вручаем специальный диплом и сувенирные призы. Под ваши аплодисменты на площадку выходит Вартан Эйриян. Вартан, спасибо вам за игру. Вам диплом участника, вам сувенирные призы. Надеюсь, до новых встреч. Диплом участника мы вручаем игроку, который набрал 3 балла. Под ваши аплодисменты на площадку мы приглашаем Анатолия Бахарева. Анатолий, спасибо за игру. Ну, сегодня не повезло, такое случается. И еще один игрок, который набрал сегодня тоже 3 балла. Под ваши аплодисменты диплом участника вручаем Александру Шумилову. Александр, я надеюсь, вы не расстроились. Я приглашаю сюда бойца рабочей крестьянской Красной Армии. Давайте ему похлопаем. Красноармеец Антон. Ребята, у меня к вам следующий вопрос. В обязательное снаряжение бойца Красной Армии входила вот такая сумка. Однако ее
Содержимое никогда не использовалось по назначению во время войны. Вопрос следующий. Что находится в этой сумке? Внимание, время, Иван. Противогаз. Откройте сумку, действительно противогаз, который бойцы были обязаны всегда носить с собой, но в течение войны ни разу им не пользовались. Вот он, противогаз. Мы поздравляем вас, Иван. Вы заработали еще 1 балл на свой счет. Верно. Внимание, на экран исторический киноляп в художественном фильме. Штирлиц идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. Дружище, доложите вашему шефу мои извинения. Я обещал быть в 9, а возвратился только в 9:12. Приехал оберштурманфюрер Рольф. О какой исторической неточности идет речь? Время. Очень быстр Иван. Итак, что ответит Иван? У всех солдат СС была черная форма. На самом деле она была только до конца 30-х годов, а уже после ввели зеленую форму. Абсолютно верно. Черной формы у офицеров СС никогда не было. Ну что, Иван, я вас поздравляю. Плюс 3 балла на ваш счет. У нас новый лидер игры, 14 баллов. Итак, заключительная часть нашей игры. Уже совсем скоро мы узнаем имена 3 финалистов. Господа, перед вами планшеты, на них фотографии реальных бойцов, офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии. И на каждой доске есть бумажки со званиями этих бойцов. Вам нужно совместить фотографию и звание. Прошу, на все про все у вас 2 минутки. Итак, внимание, мы начали. Задание с воинскими знаками различия оказалось для большинства участников сложным. Оно и понятно, ведь на фото практически не было привычных погон. Вместо них бывшие в обращении до 43-го года петлицы. Без специальных знаний разобраться в треугольниках, звездах и кубарях очень непросто. Игра показала, что такими знаниями обладали лишь пара игроков. Ну что ж, пора подвести результаты. Из 6 человек 3, к сожалению, отправятся в освояси. Ну а 3 победителей, набравших максимальное количество баллов, выйдут в финал нашей игры. Вручаем диплом участника, а также памятные призы Олегу Лучникову. Он набрал 10 баллов сегодня. Олег, это было неплохо. Мы вас поздравляем. Никита Быстрых, 12 баллов. Никита, хорошая игра. В шаге от, собственно говоря, финала остановился Илья Паршаков. Наши аплодисменты Илье. Илья, у вас 13 итоговых баллов. И теперь 3 главных героя сегодняшнего дня. Игроки, которые заняли первые 3 места, игроки, которые вышли в финал. С результатом 14 баллов Антон Александров. Наши аплодисменты. Антон, вам диплом, вам приз за 3 место. Мы с вами увидимся в финале. 2 место и 16 итоговых баллов. Егор Чищухин. Егор, это было сильно, это было сильно. Иван Елизаров, 1 место, победа в отборочном туре. Вам диплом, ну и, конечно, приз за 1 место. Итак, сегодня определились первые 3 участника финальной игры «Наследники победителей». Кто с ними будет играть на одной площадке, мы узнаем уже совсем скоро. На сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.